Привет, дорогие друзья! Сегодня проект «Испытано на себе» находится в одном из фитнес-клуба нашей столицы. И говорить мы сегодня будем вновь о здоровом, красивом теле. Как его добиться, тот самый желаемый результат, конечно же, для всех история отдельная. Но я хочу сегодня рассказать о таком фитнес-направлении, как Cycle. Конечно, наверное, это не новшество для нашей республики, но вот про нюансы знают немногие, а их достаточно много. И в этом мне поможет сегодня очень опытный человек. Привет, говори всем. Привет, привет, привет. Ну что, рассказывай, что сегодня будем испытывать и какое путешествие в мир сайкла сегодня меня ждет. Ну вот, Даша, ты сегодня к нам пришла на тренировку. Сегодня будет кардио-тренировка. Наша цель — это сжигать жир. Вот, и сегодня мы расскажем про такое направление, это Cycle. Cycle у нас имитирует езду по горным склонам и сжигает жир. То есть основная цель — это похудение, да, все-таки? Похудение. Ну, также тут можно подключать и силовые тренировки, чтобы накачать мышцы, да, но больше с акцентом идут девочки, наши клиенты, именно на похудение. Так как если у вас больные суставы, если у вас большой вес, да, вы не можете там много двигаться, то Cycle — это вообще тренажер для ленивых людей, можно так сказать. Да, потому что ты сидишь, крутишь и просто-навсего сжигаешь калории. Мне так интересно, а когда смотришь на различные ролики в социальной сети, да, кажется, что они там умирают практически на этом сайкле, потому что они все потеют, им тяжело, а на самом деле это не так страшно, как кажется, да? Ну, конечно, все начинается, есть уровень, да, то есть уровень новичок, тренер это контролирует, щадящие тренировки, а потом каждым разом клиент начинает, показывать результаты, и, соответственно, тренировки становятся сложнее. Но сегодня у меня будет несколько молодых, красивых девушек, которые, во-первых, порадуют результатом, потому что каждая из них похудела более чем на 20 килограммов. Также 40 еще есть. Даже с результатом 40 килограммов. Они сегодня, конечно же, работают у тебя. И на своем примере, и вместе с моим участием мы докажем то, что, в принципе, эта система не такая сложная, работает, и результат налицо, так сказать, будет, да? Давай вот я дополню, да. Девочки, получается, сейчас готовятся к Дальнему Востоку. Это у нас соревнования по фитнес, бикини и по бодибилдингу. И во время подготовки обязательно мы делаем кардио. Да? То есть наша цель — это нарастить мышечную массу и сжигать жир. Вот. И получается, кардио мы делаем вот на сайкле, потому что это максимально щадящий режим. У большинства людей болят суставы коленные. Да. Вот, а тут у нас, получается, ударных моментов нету во время тренировки, и полноценно идет кардио. Отлично. То есть сегодня сначала кардио у меня будет, да? Потом? Нет, сперва мы объясним вообще, как мы тренируем. Хорошо. Потом идет разминка суставов, потом тренировка и потом растяжка. Вот так. То есть эти все этапы сегодня вы можете пройти вместе с нами по ту сторону экрана. Ну, а, конечно, в целом лучше прийти и попробовать один раз. Но для начала я, как человек, который не знает, что это такое, поделюсь своими эмоциями, испытаю все на себе. Ну, а вы уже решайте, ваше это направление или нет. Поехали. Испытано на себе. Тренировки на сайкле – это не просто час там потраченного времени. На самом деле здесь контролируют все. С использованием, конечно, новых технологий, гаджетов, без которых современная жизнь уже сложно представить. И сейчас Мария, тренер, расскажет мне о том, чем же они тут занимаются, как они все контролируют и, собственно, как ведут учет, потому что это тоже немаловажно. Но, забегая вперед, хотелось бы сказать, что Мария сама яркий пример тому, как можно здорово сбросить вес. Минус сколько килограммов? Минус 34 килограмма. Мама двоих детей, минус 34 килограмма. Ну, рассказывайте, что за программа, как вы отслеживаете все, и как человек может радоваться своим достижениям ежедневно. Так, мы не просто тренируем клиентов, а обязательно следим за питанием, за весом, за замерами. Так, обязательно взвешиваемся, делаем замер один раз в неделю и следим за пульсом жиросжигания во время тренировки через фитнес-браслеты. Обязательно надеваем во время тренировки. Это у нас индивидуальный пульс жиросжигания, это у нас 132, и плюсуем к нему 20. Получается 152. В пределах этого диапазона должны держать пульс. То есть нельзя ни больше, ни меньше? Да. Потому что? Если будет больше, опасно? Больше, если будет
то уже будет сжигаться мышцы, а не жир. Да Все вы будет что? сжигаться. Да. Оказывается, вот он секрет. То есть тут все нужно контролировать, потому что чуть переборщишь, уже не то сжигаться-то будет, да? А если будет меньше? Меньше уже там уже прогулочные, как бы ничего не будет сжигаться, просто будем сидеть и крутить. То есть не Смысла будет нет. эффекта, да? Эффекта не будет. Так, еще Ага, что? у нас еще есть трекер воды. Обязательно надо выпивать вот свою суточную норму воды в день. Еще цель можно поставить. Это у нас похудение, тонус, набор веса. И вот по питанию обязательно должны добирать калории, белки, жиры, углеводы. За пределы нормы не выходим. Вот красным не должно быть в конце дня. Все зеленое должно быть. Мы все это следим через наше приложение. То есть, помимо того, что вы это все следите, для начала вы всему этому обучаете, да? Да, Вот всё для меня это объясняю. вообще история, что такое калории, белки, жиры, понятия не имею, но вы, получается, не только практическую часть проводите, но еще и теории много Да. даете. За счет этого можно добиться результата, логично, да? То есть человек полностью контролирует себя в течение всего дня. Да. Помимо тренировки он все отслеживает, да? И вот, допустим, если говорить о ваших там, девочках, которые занимаются здесь, да, результат вот первый, когда они уже ликуют и говорят, есть результат, это примерно плюс-минус через сколько происходит? Ну, через уже 2 недельки уже вот потихоньку вот вес уходит, замеры вот уменьшаются, они прям радуются. Так, мы обязательно раз в неделю берем замеры у наших клиенток. Мы замеряем объем у рук, живота, ягодиц и бедер. Так, акцент замеров мы делаем на живот, потому что у нас живот уходит в последнюю очередь. Обязательно надо следить только за питанием и вот сжигать калории активность. Но если вдруг нет желания похудеть, можно поставить Тонус, тонус. То есть его тоже все равно нужно отслеживать, да, Да, чтобы конечно. все было. И, соответственно, есть и обратная сторона медали, это набор веса. То есть ребята на сайкле могут и набрать вес еще. Мышечную массу. Мышечную массу. То есть сайкл это не только для тех, кто желает сбросить энное количество килограммов, это еще и для тех, кто, возможно, желает приобрести их. А значит, он реально доступен всем, от мала до велика, да? Хорошо, вот это приложение, это все в телефоне есть у клиента и у тренера. У тренера, да. Тренер контролирует через приложение, что она там есть, записывает все это, делает ли активность, вот так. все это мы смотрим. То есть ты находишься под прицелом, да, каждый день, и потом звоночек от тренера, да, так, поела что-то не то, да, у тебя тут превышено, да. Интересно, конечно, но это, наверное, нужно попробовать, да, и испытать, и тогда уж, наверное, можно и говорить о том, работает ли или не работает, да. Но глядя на тренера, который потерял 34 килограмма, ну, уже верится в то, что это все работает. Ну, и теперь что, надеваем? Давайте наденем наши часики, браслет. Так, тут обязательно выбираем тренировку HIIT. Обязательно здесь следим за нашим пульсом. Мы должны держать от 132 до 152. Меньше не опускаем и выше не поднимаем. Обязательно следим. Вот. Смогу? Сможем, конечно. Ну вот интересный вопрос, смогу или нет, надо просто все увидеть, посмотреть и самое главное испытать на себе. А мы движемся далее. Испытано на себе. Перед тем, как сесть на этот спортивный тренажер, необходимо, конечно же, пройти некую технику безопасности, во-первых, ну и вообще понять, как работает вся система. И в этом мне поможет Марина. Марина, рассказывайте. Так, это у нас классный кардиотренажер, который имитирует поездку по пересеченной местности, а также по поездки на равнинах, на холмах, на заезд в гору, потому что благодаря вариатору, который находится на сайкле, мы можем, вращая его по часовой стрелке, добавлять нагрузку, и тогда педали становятся крутить сложнее, как будто мы поднимаемся в гору, тяжелее крутить. Против часовой стрелки мы полностью нагрузку снимаем, педали становятся легче крутить. Дальше, если нажать на вариатор, то нажимается стоп, педали останавливаются. Дальше сиденье настраивается по высоте таза. Нужно стать ближе к сиденью и посмотреть. Здесь немножко надо спустить.
Это принципиально важно, Это да? принципиально важно, потому что если будет выше, то будет неудобно тянуться к педалям, ноги будут полностью выпрямляться, некомфортно. Дальше. Сиденье должно находиться расстояние сидушки от локтя до кончиков пальцев. Вот. Здесь нормально. Обязательно на кардиотренировке нужна вода. Потому что в течение тренировки она достаточно интенсивная, вы всегда будете находиться в пульсе зоны жиросжигания, будем останавливаться, пить воду, восстанавливать водно-солевой баланс. Далее, как мы садимся на тренажер? Тут тоже разные варианты. Обязательно надо поставить сначала ногу на педаль под страховку, уверенно. Подошва у кроссовок должна быть плотная, твердая, не мягкая, прорезиненная, а прям чтобы вы основательно чувствовали, что вы хорошо зафиксировали ногу на педали. Держимся за ручки и садимся на тренажер. Дальше. Рукоятки тоже не просто так, скажем так, имитируют спортивный велотренажер. Да? У нас здесь есть первый хват, второй хват, третий хват. И когда мы руки кладем полностью на руль. То есть 4 позиции? Да, упираемся полностью локтями. Чем отличается от обычных домашних велотренажеров? Вот главный вопрос. Да. Потому что многие скажут, а у меня дома стоит и никакого эффекта, ничего. Ну, кручу, верчу и все. Обычный домашний велотренажер, он не имитирует поездку по пересеченной местности. У него там есть нагрузки, но такой вот тренировки, как когда вот на велосипеде же ездишь, как мы в детстве, да, вот поставили нагрузку, нам стало чуть тяжелее, мы можем встать и крутить стоя. А домашний велотренажер вам такой возможности не даст сделать, потому что там либо педали останавливаются и не дают уже крутить, там только сидя работаешь. А здесь есть такая возможность, поэтому достаточно интенсивно. Вообще тренировки у нас проходят очень зажигательно, под крутую музыку. Задача такая, чтобы во время тренировки мы практически сразу отключались и не думали, что мы вот пришли на тренировку умирать. Мы все приходим и кайфуем. Кстати говоря, вот это огромнейший плюс занятия на сайкле, потому что я видела ролики в средствах массовой информации, да, и там действительно какая-то отдельная жизнь, играет музыка, все так активно, и там нет различия, там мужчина, женщина рядом, там кто поплотнее, кто похудее, нет, они все такая одна большая команда, и они как роботы. Вот по мне, так это такие, знаете, мощные люди, которые делают, у них есть цель, вижу цель, не вижу препятствий, да, называется, и они такие мощные, и ты на них смотришь и думаешь, а как они так все идеально, еще и синхронно работают? Да. И то есть тут и мозговая деятельность, то есть какая-то существует, да? А вот когда начнется тренировка, вот прямо ощутишь, Поймете. поймешь этот момент. Кстати говоря, обратите внимание на Марину. Марина также имеет отличный результат, потому что благодаря спорту, в частности, занятиям на сайклах, она потеряла 23 килограмма. 23 ненужных килограмма лишнего веса. За какой срок? Плюс-минус? Где-то, наверное, сейчас честно скажу, что сначала я скинула с помощью сайкла, это у меня было 15 килограмм, это было в течение где-то 3-4 месяцев. Вот так. А дальше уже с подготовкой, это была совсем другая история, где мы делали рекомпозицию, то есть это был набор мышечной массы, потом сушка, рельеф, но это уже совсем другая история. Совсем другая история. Но теоретически 15 килограммов за 3 месяца можно. Только на сайкле. Можно. То есть, девушки, если вдруг хотите к лету еще успеть привести себя в порядок, у вас есть на это достаточно времени. Особенно мамам, которые находятся в декрете. Потому что я сюда пришла на сайкл после декрета. Я круто вышла из декретного отпуска. У меня сейчас малышам 5 и 3 года, они у меня вот погодки. Оба, ну, старшей дочке 15 лет, и все трое у меня кесарево сечение. Сейчас мамы меня по ту сторону экрана поймут. С кесаревым сечением, который здесь шов, это такой фартук. Он, если мы не двигаемся, вообще спортом никаким не занимаемся, какие-то вот спайки они начинают тянуть, мы ошибочно думаем, что нужно сразу идти, тягать железо, что-то еще. Нет, девочки, начинайте сначала с кардио, подготовьтесь к тренировкам, вообще к нагрузкам, и вот это щадящее для суставов тренажер, где можно включиться сначала в тренировочный процесс, а потом уже дальше отсюда можно идти и в силовое направление. И вот Марина яркий пример тому, как многодетная мама после декрета ворвалась в спорт, схуднула, стала работать в этом направлении, а теперь еще будет представлять нашу республику на Дальнем Востоке по бодибилдингу и
Фитнес, Фитнес-бикини. да. Вот так вот. Берем пример с многодетных мам. Отлично. У меня еще один вопрос. Есть ли разница между модификацией сайкла? Да, потому что я вот вижу, что в зале есть вот такого формата, есть другого формата. То есть, допустим, это имеет значение или нет? У них у всех принцип работы одинаковый. Настроить по высоте таза, по длине руки своей, от локтя до кончиков пальцев, вариатор. Просто у некоторых бывает дополнительно тормоз отдельно. В нашем случае просто нажимаем. Далее садись на тренажер. Ногу ставим на педальку, Так, поворачиваем. подождите-ка 5 сек. А мы показания с кем обсуждаем? мы сейчас с собой да, или да, с- да, Ага, сейчас так, всё. хорошо. Садимся. Так, на Второй. педальку, Мгм. мамочки. Садимся, закидываем ногу смелее. Уже хорошо, товарищи. Уже хорошо. Уже села правильно. И начинаем крутить педаль. Подожди-ка, надо сначала понять. Мгм. Самое главное, на педали мы давим пяткой. Пяткой? Носочек Ой, в пол. подожди-ка. Да, Вот носочек так в пол не клюет. Обязательно пяткой. То есть носочек в пол не нужно направлять. Вот. Так, а пока вот я кручу, да, а у меня возникает, конечно же, вопрос. Есть ли какое-то ограничение по занятию сайклом? Может быть, вес, может быть, какие-то заболевания? Ну, заболеваний так таковых особо ограничений нет, потому что это более сидящий все-таки кардиотренажер, несмотря на всю его интенсивность. А вот по весу вот 100 килограмм. Но если у нас бывает, девочки приходят на проекты наши по похудению, у них бывает и больше, то тогда, конечно, индивидуализация тренировок происходит. Они сидят и больше работают сидя. Ну, все остальные могут уже, допустим, встать, стоя крутить, а вот они сидят. Так, отличный вариант для тренировок, особенно начать тренировки, это те, у кого есть грыжи, протрузии и вот такие проблемы с суставами, заболеваниями позвоночниками в том числе, потому что здесь нет ударной волны, вы здесь не бегаете, здесь сидите Вот. и крутите педали. Интересно, обычно у людей, у кого такие проблемы возникают, им вообще категорически ничего нельзя. И ходить-то толком нежелательно, и сидеть нежелательно. А вот сайкл показан, поэтому очень такой интересный факт, да. Ну и еще один момент, да. Бывает ли такое, что результата не будет вообще? Вот это, наверное, частый вопрос про любые фитнес-направления, да. Вот многие говорят, что вот хожу, а результата нет. Такое возможно с сайклом или все равно результат будет? Результат будет. Вот так Результат будет. Результатов не будет у тех людей, кто не следит за своим питанием. С помощью вот приложения, которое показывала Мария до этого, мы следим за своими клиентами, чтобы они полностью заполняли и следили. И когда вы следите за питанием, у вас есть тренировки, у вас обязательно 100% будет результат. Это неминуемо. Результат обязательно быть. Вот так. И еще один вопрос. А все-таки сайкл это занятия групповые или все-таки индивидуальные? Групповые. Но Групповые. если можно и хочешь, сделаем индивидуальные. как бы. Ну, в принципе, обычно же бытует мнение такое, что на групповых занятиях из-за того, что тренер не обращает внимания особо на тебя, да, и как-то и эффекта будет меньше. То есть здесь ты сама себя контролируешь, правильно же? Ну, смотри, когда у нас приходят новички в групповые тренировки, мы все равно на них обращаем внимание. Мы вот как тебе сейчас рассказываем, как правильно сесть, как правильно крутить педали, сейчас расскажу об этом, как следить за пульсом. И обычно новички всегда в первые несколько тренировок крутят по своим ощущениям. Потому что у нас, профессионалы уже кто давно ходят, им надо прямо жестить Да, еще. А ты сидишь такая и ничего не успеваешь, да? Потом они втягиваются в процесс, Глядя на них, да? уже повышается выносливость, можно и больше, и круче, и дольше крутить. Новички, конечно, всегда сначала, что тут происходит, а потом ничего, сами такими же становятся. То есть, глядя на других, наоборот, подтягиваешься, да, и Да. они тебя мотивируют. То Да. есть, если они успевают крутить, то и ты, собственно, должна успеть. Это же, мы же все одинаковые, мы Ну, это люди. есть такой азарт, конечно. Да. это. Вот, поэтому групповые тренировки на сайкле это такая семейная история. Да. Смотришь на других, берешь примеры и хочешь быть круче Да. их или хотя бы как они. Тоже Ну, мотивация. Да, девочки тоже вот в раздевалке между собой же своими результатами делятся, они рассказывают. Да. Ну, сказали, вот было так-то, там-то не получалось, а теперь вот смотри, вот так и так, ничего, все получится. Поэтому это все нормально. Да, и, кстати говоря, есть еще один интересный факт, что сайкл направления в Якутске появилось порядка 10 лет. Поэтому
такие яркие результаты, это главный пример тому, что работает это все, что это уникальные тренажеры, которые приносят результат. Ну и, собственно, мне кажется, если посчитать все сброшенные килограммы, которые сбросились вообще у всех ваших клиентов, ну, похудела республика, так сказать, знатненько. Знатненько похудела. Ну и мы, собственно, вот крутим, вертим пока что. Но я вот ощущаю пока вот здесь все в бедре. Это норм. Это нормально. Теперь, самое главное, когда начинается тренировка, мы уже на него сели, крутим педали, выбираем одну главную ногу. Это может быть либо правая, либо левая. И на эту ногу делаем вдох, на вторую делаем выдох. Еще и дышать Вдох, надо, правильно, да. Делаем вдох через нос, выдох через рот. А как Одна понять, нога вдох. какая правая? Я должна захотеть? Да. Выбираешь любую ногу, каждый свою выбирает. Одна нога вдох, другая выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Вот. Дыхание не сбиваем. Вдох, выдох, выдох. Дальше встаем и стоя крутим. Вставай на педали. А упасть упирайся. невозможно? Вставай. Вот. И самое главное, сразу видишь, хочется уйти вперед. Да. А мы держим таз над сиденьем. Вот так. Вот. О, по-другому ноги-то ощущаются уже, товарищи. Да, и больше Ой, начинают мам, включаться ягодичные Господи, мышцы. что такое? Прощай целлюлит. Итак, сколько у вас тренировочка-то длится, я уже забыла. Мы каждый раз же ведь меняем нагрузку. Мы можем где-то встать, стоя покрутить. Но тут очень главное таз держать над сиденьем, потому что если мы будем уходить вперед, заваливать вес, то это... Вот так это будет делать. Да, и еще вот коленями прямо очень сильно плевать вперед. Во-первых, очень сильно нагрузится квадрицепс, а во-вторых, ну, даже нет, во-первых, это травмоопасная история для коленного сустава, а во-вторых, очень сильно нагрузится мышцы бедра. Все, садись, таз Слава назад. Богу, она сказала, садись, а то я думаю, если она еще будет говорить и говорить, мои ноги скажут мне спасибо уже завтра, да? Так, хорошо. Ну, давайте сейчас сразу расскажу. Буквально сколько? 2-3 минутки покрутила? Сколько пульс? Сколько пульс? Ну, 114. маловато еще. Еще ехать? Вот видите, как сидишь, вроде бы кажется, что я уже сделала свой максимум, а ничего подобного. Гаджеты не обманешь. Да. И вот поделюсь сейчас эмоциями, но в принципе организм запустился, стало жарко. Пьем воду. Спасибо большое. Стало жарко, и какой-то прилив вот сюда куда-то, мне все в голову ушло. У меня такое ощущение, что у меня организм вот только здесь сейчас функционирует, а здесь пока все так онемело, как будто, вы знаете, как будто до пояса у меня. Я живу организм, после уже немножечко так уставшая себя чувствую. Но вот эмоциональный заряд, да, кстати говоря, это все-таки не железо тягать, да, условно, вот под музыку, монотонно все дела. Здесь вот покрутила, ощущение какого-то вот этого детства, да, на велике. Вот на велике же, когда летишь, да, по дороге, чем больше крутишь, А еще и с друзьями, они здесь все рядом скорость сидят. набираешь, это же всегда как-то было эмоционально, да, весело. Вот и здесь испытываешь те же самые эмоции, потому что кажется, что все-таки немножко возвращаешься в свое беззаботное детство. Вот, поэтому сейчас мы чуть-чуть попробовали покрутить. Основные правила. Одна нога вдох, другая выдох. Носочек в пол не клюет, таз держим над сиденьем. 3 уже правила надо запомнить. Марина, а вот все-таки бытует такое мнение, что сайкл это больше вот про ноги, нагрузка на ноги, да, про ягодицы, да, но никак не про верхнюю часть тела, да, человека. Вот здесь-то, ну, смешно будет выглядеть, если здесь все похудеет, а здесь останется жировая масса. Не останется. Почему? Потому что, когда мы тренируемся на кардиотренажере, нашем велотренажере, у нас во время тренировок проходят еще такие моменты, когда мы стоя крутим педали и еще начинаем отжиматься. Отжимаемся как раз-таки. Могут быть широкие отжимания, могут быть узкие отжимания. Во время узких отжиманий у нас больше нагружается трицепс. Здесь у нас работают больше вот приводящие, отводящие. Дальше мы можем еще во время тренировки использовать гантели. И, например, вот попробуй возьми. Ого. Уже руки Уже накачались. нагрузили. Поднимаем, держим угол 90 градусов. И крутим педали, на выдох поднимаем. Выдох, вот так, то есть. вдох, выдох. 20 секунд, например, по табате мы работаем. Поднимаем гантели, То выдох. есть условно. Да. И 10 секунд мы можем держать и вот так вот пампить. Хоп, 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 хоп. И все, плечики уже включились. Дальше поменяли подход, соединили гантели. Ага. Хоп.
И поехали руки назад, локти. Это я Смотрит, делала в выдох. тренажерке так когда-то. Вот. И продолжаем и крутить педали. И вот здесь должен работать еще и мозг, потому что одновременно крутить и делать вот эти упражнения руками не каждый может. Вот. Хочется уже руками крутить педали почему-то вот давай. так вот, да? Поэтому да, у нас здесь вообще мы задействуем все группы мышц. И вверх. А еще у нас бывает, добавили нагрузки, таз назад, фиксацию и давим. Когда у нас таз неподвижный только ногами, очень сильно работают именно ягодичные мышцы, ноги покидают чат. Но это уже, знаешь, когда уже втянулся в тренировки и хочется... Уже хочется поэкспериментировать. Да, Да? уже Ну, а хочется сейчас я больше. еду как будто бы по плоской поверхности, да? Да, У меня да. ничего наверх нет. Да, но если вот мы сейчас будем добавлять, крути, Ну-ка. крути, дави. Туго. Вот, Ага. вот, и мы уже поехали в гору, и уже... Это гора уже? Да, и мы уже хотим раскачиваться корпусом, давить. Есть такое? Ага. Помогать ногам? Ну, типа помогать, да? Да, вот так вот. вот. То есть, а это гора еще, этот уклон-то регулируется больше и больше? Это Да. максималка? Нет, мы можем еще добавить. Ну-ка, смогу максималку? Давайте Давай, попробуем. Ну-ка. давай. Подожди. Держись за руль и Подожди. дави. Давлю. Это максимум? Еще. Все. И поехали вниз с горы, нагрузку снимем. Ой, ну оказывается, это вам не шуточки, товарищи. Если вы думаете, что это все так легко и просто, ничего подобного. Но я Да. не смогла прокрутить максималку, да? Угу, там еще можно круче Еще можно поставить, было. конечно. Вот так Домашний велотренажер такой возможности не даст. Не даст. Да, основные. А потом это все на автомате, наверное, будет. Да? Потом все это на автомате. И, наверное, и по телу будешь чувствовать, Да, правильно клюешь, да, не клюешь, и да, куда да. уходит все. И обычно мы всегда по залу ходим и Направляете. поправляем таз назад. Говорим, пятка, носочек в пол не клюет. Давим пяткой, таз назад. Дышим, вдох, выдох, вдох, выдох. Ну и можно попробовать, в принципе, потренироваться. Я сяду рядышком. Да? Уже, Конечно. хорошо. Ну и в этом нам помогут девочки, которые работают в фитнес-зале, потому что, ну, посмотреть же надо на всех, как работают опытные люди, новички, как я. Ну и в целом, может быть, тогда визуально вам будет понятно вообще, как происходят тренировки на сайкле. Испытано на себе. Ну что, дорогие телезрители, сейчас у нас уникальная возможность посмотреть, ну, правда, в укороченном варианте, как проходит тренировка на сайкле. В этом, конечно же, мне помогут опытные мои уже любимые тренера. Ну, а, конечно, следить за всем происходящим будет Мария. Кстати говоря, у Марии также потрясающий результат. Минус 40 килограммов. Поэтому как не ей доверить эту тренировку? Конечно же, только Марии. Ну что, Мария, с чего начинаем? Тренировка у нас, получается, идет по табате. 20 секунд работаем, 10 секунд отдыхаем. И начнем мы с суставной разминки. Суставная разминка нам нужна для того, чтобы разогреть суставы и не получить травму. Ага, сделали глубокий вдох, выдох. Еще раз вдох и выдох. Ага, ручки положили на пояс, посмотрели в правую сторону, вниз и в левую. Ага, и все это соединяем. Раз, два, три, 4 и 5. Кисти положили на плечо, кругодвижение вперед. Раз, два, три, 4. Назад. Раз, два, три, 4. Рывки руками. Раз, два, поменяли. 3, 4. Еще раз. Раз, два, три, 4. Локтевой сустав вовнутрь. Раз, два, А посмотрите, три, как это все 4. красиво, вот когда Наружу. все Раз, синхронно, два, когда три, сидят красивые 4. девушки на великах. Разминаем кисти. Визуальная красота. Раз, два, Смотреть так три, приятно в зеркало, на 4, всех, на 5, нас. 6, 7, 8. Потянулись вперед. Раз, два, три, 4. Назад. Раз, два, три, 4. Правую сторону. Раз, два, три, 4. И в левую. Раз, два, три, 4. Ага, стряхнули руки. Ой. 20 секунд стоя давим. Вот 10 тут всё секунд начинается. сидя. Самое интересное все начинается. Ага, полностью убрали нагрузку. 20 Это куда? секунд стоя. 10 секунд сидя. Мамочки, что-то сейчас И должно произойти. да? поехали стоя. Работаем тазом, коленки не выпрямляем. На каждую ногу вдох, выдох, выдох. Давим, 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 давим. Интересно. Еще 10 секунд есть. Дышим, 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 дышим. 3, 2, 1 и сели. Проверили пульс.
это как? Полностью не выпрямляем. Это как? Вниз, Так? вверх, вниз, Так. вверх. Так. Ага, внизу, вдох, наверху, выдох. Мамочки, Вдох через нос, выдох через рот. вот здесь и работает координация, дорогие друзья, потому что это только кажется. Вниз, вверх, вниз, вверх. И сели, проверили. Интересно, смотрите, ну я, конечно, немножечко притормаживала, потому что для меня это все в новинку, ну а в целом Сейчас у нас здесь, необычное так, ощущение. приготовились. И начали вниз, вниз, вверх, вверх. Работаем. Мамочки, моя координация мне говорит пока. Ага, медленно, медленно. Работаем. У меня получается. Вот на каждую ногу вдох, выдох, дышим. Получается. И 3, 2, 1, сели, проверили пульс. Мамочки, я уже устала. Но я не сдаюсь. 3, 2, 1 и начали. Правый, левый, правый, Мамочки! левый. Вдох, выдох. Держимся, держимся. Я что-то... Дышим, дышим, дышим. Вдох, Мои ноги. через рот. Еще. Есть, сели. Проверили пульс. Следующий шаг. Широкие отжимания, ручки вверх поднимаем поочередно. Приготовились. И Что еще? начали. Отжались и ручки вверх. Выдох, выдох, Ой, мамочки. выдох, выдох, выдох. Мамочки. Продолжаем, да? Эти И девочки сели. не дадут мне заскучать. Пульс. Ой, Сейчас у нас узкие отжимания. ой. Локтями И вниз. начали. Локти вниз. Опять Носят всё полностью вниз, выпрямляем. Таз назад. Внизу вдох, наверху. Выдох. 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 Еще. 3, 2, 1 и сели. Проверили пульс. Мамочки, что я делаю? Ай, Следующий у нас косые отжимания. И начали. Отжались и сразу поменяли пар. подожди. Вниз, вверх. Внизу, вдох, наверху. Выдох. Я сдаюсь. Девочки, конечно, молодцы. 3, 2, 1 и сели. Проверили пульс. Мамочки. Сейчас едем на локтях 20 секунд. 3, 2, 1. На локтях тазом работаем. Коленки не укрепляем. На каждую ногу вдох, выдох. Давим. Совсем чуть-чуть осталось до конца. Это не так сложно, как было до этого. Все. Юху! Делаем глубокий вдох. Выдох. Еще раз вдох. Выдох. Медленно спускаемся на растяжку. Какую эту? Подожди. Вот это? Да. Вот так вот. Ну что, дорогие друзья, конечно же, нужно поделиться эмоциями. Сразу скажу, что ощущаешь все в ножках обязательно, это однозначно. Сейчас даже на полу стоять как-то непривычно. Далее, конечно же, это работа с координацией, потому что соображать, куда руки, ноги, не с первого раза, конечно, это сложновато, но вырабатываются, наверное, какие-то нейронные связи у нас, поэтому это тоже огромный плюс. А также занятия на сайкле – это, конечно же, кардио, потому что работа идет очень в активном темпе. Вы видели 20 секунд на это, потом отдых, 20 секунд опять, достаточно динамично. Ну и, конечно, за всем происходящим смотрим, наблюдаем и контролируем за своим пульсом. Вот у меня он был 162, ну а мне было сказано, что надо было 152, то есть я немножечко превысила, значит, мне нужно было сделать немножечко помедленнее, видимо, да, темпоритм, но главное, что я хотя бы дожила до конца этой тренировочки, пусть короткой, но все же. Ну а в целом, ну и, кстати говоря, жарко стало однозначно и даже немножечко вспотела, а это значит, что уже процесс жиросжигания запущен.
Все, так. Растяжку мы делаем, чтобы у нас на утро мышцы не болели и чтобы быстро восстановиться. Взяли ножку, тянем к себе, растягиваем ягодичные мышцы. Раз, два, три, четыре. Медленно отвели назад, растягиваем квадры. Раз, два, три, четыре. Поменяли ножку. Ой, это уже приятная Раз, часть тренировки, два, да? три, четыре. Отвели назад. Раз, два, три, четыре. Ага, тянем за пальцы ног. Растягиваем икроножные. Раз, два, три, четыре. Поменяли ногу. Раз, два, три, четыре. Сделали глубокий вдох. Потянулись вверх. И выдох. Еще раз вдох. И выдох. Испытано на себе. Так, ну что, как самочувствие? У меня отлично и одновременно необычно. Отлично. Даем друг другу 5, 3, 2, 1. Опс! Молодцы! А теперь смотрим, что у нас с тобой получилось за нашу экспресс-тренировку. Ты сожгла 198 активных калорий. А за тренировку, 40 минут тренировки, минимум нужно сделать 300 активных калорий. Так что, считай, у тебя уже шикарный Больше результат. половины. Да. Да, но необходимо отметить, дорогие друзья, что тренировочка у нас шла буквально там в течение 5 минут, а в реальной жизни это должно происходить 40 минут. То есть, если я за 5 минут сожгла 190 калорий, да, то 300 сжечь за 40 минут, мне кажется, может каждый. Да. И даже, наверное, более. Да. Ну и в целом спасибо большое, Маша, спасибо большое, Марина, спасибо большое, Машенька. И еще раз говорю, в целом вот эти девчата потеряли больше, порядка 100 килограммов, да, если суммарно. Да. Суммарно. А это лучший результат, поэтому именно им я сегодня доверила вот такую свою необычную тренировку на сайкле. Ну а мы не перестаем вам говорить, дорогие друзья, занимайтесь спортом. Начать никогда не поздно. Главное найти время и желание. Увидимся, до новых встреч, пока-пока.